Пора забыть, что каждый своей амбиции, и все-таки объединиться, потому что мы должны быть одно целое. Если каждый будет тянуть в свою сторону, ничего не получится. Необходимо единение всех тех людей, которым, по крайней мере, не безразлично будущее собственного народа, иначе через 50-60 лет русского народа вообще не останется. А хорошо это сделать, это остальным нам не думаем, что после того, что русский народ исчезнет, также исчезнут все остальные народы, коренные народы, которые проживали в Второй России. Потому что по планам у нас в стране нет места. Вы знаете план Киссинджера, план. Кто читал? Почитайте. Нет места нам там. И Гитлер, забыли, что когда Гитлер пришел, у него был план Барбаросса, и, наверное, мало кто потом скользко говорят, но забывают говорить о том, что по плану Барбаросса планировалось после захвата Советского Союза, уничтожения, 50% славян просто уничтожить физически, а других 50% стерилизовать. Ну, извините. Что получается? Об этом почему никто не говорит. Никто не говорит, сколько было уничтожено русских после революции. Понимаете? Ни один народ не проходил такой геноцид, который прошел русский народ. Конечно, пострадали во время советской власти, пострадали и все другие народы, живущие на территории России. Но процентный состав от этого небольшой. Конечно, они тоже не такие большие. Но самый мощный удар, геноцид, прошел сегодня по русскому народу. Во время Второй мировой войны, допустим, Первой мировой войны, Гражданской войны, Второй мировой войны, погибло больше всего именно русских людей. Пропорционально, не по численности, а пропорционально по народу. А что дальше происходит? То же самое геноцид происходит. Уничтожение происходит по-другому, опоровывается страна. Сейчас, слава Богу, начинает это, прекратилось уже, это начинает страна немножко выходить с того. А что было раньше, вы знаете, не хуже меня. Я по скромным прикидкам, которые я знаю, Россия потеряла во время Ельцина порядка 5 триллионов долларов только прямых потерь. Как вы думаете, нам с вами пригодится 5 триллионов долларов в стране? И что интересно, вот как только Ельцин оказался к власти, сказать, и Путин стал власти, в США начался кризис. Почему? Большой поток, который шел финансовый из России, он еще есть, но он резко сократился. Резко сократился, и немедленно в США, я там был в это время, там начался кризис экономический. Там начали печатать деньги как сумасшедшие. Понимаете, вот, вы знаете, что за 4 года, с 2004 год, было напечатано денежных знаков столько государственным, федеральным резервным банком, частный банк, сколько не печаталось за десятки лет. То есть нужно было покрывать дырки, которые возникли, и просто печатали. Реальная цена доллара несколько центов сейчас. И он держит только из-за того, что нефть и так далее. И многим просто невыгодно уронить все это, потому что если уронить, то крах будет большой, потому что паразит уже на издыхании. 200 лет не прожил, уже на грани издыхания, понимаете? И всегда паразит на грани издыхания начинает вести агрессивную политику. Вы знаете, что могу сказать? Я там познакомился с одним человеком, который хорошо знал секретаря Брауна, немецкого инженера, который создал фауну и так далее, который потом переехал, перевезли в США, и он создал американскую систему космическую. Так вот, его секретарша рассказал тому человеку, это еще происходит до того события, которые начались, что обсуждались варианты такие, что вот когда холодная война прекратит свое влияние, то есть перестанет работать для того, чтобы делать грязные делишки, то планировалось следующий этап, акцентировать внимание на борьбу с терроризмом международным. И смотрите, все, что по плану идет, расписывается. То есть об этом, что якобы война с терроризмом и под этой дудкой. Вот смотрите, допустим, я не знаю, как вы относитесь, допустим, то, что произошло в Ираке, тому же самому, так? Допустим, я не сторонник Саддама Хусейна, считаю мерзавцем, правильно? Но он был официально выбран большинством людей своей страны. Официально и грамотно выбран президентом, правитель страны. Да, все так, он делал все. Но то, что сотворили, обвинив якобы химическое бактериологическое оружие, потом которое не нашли, потом сказали, извините, мы не знали, но тем не менее страны не ушли. А вы знаете, причины реальные. Почему? Потому что когда делились, после того, как колониальная империя распалась, делились все страны, то, допустим, сначала поставили королевскую семью в Ирак, то же самое, как и в Иране,
которому предложили, выбирали как, кого поставить во главе. Территория делилась лесопроизвольно. И чтобы выбрать кого-то, кого ставить семью аристократически поставить во главе страны, знаете, как они, американцы, делали? Они торговали. Вот вы имеете нефть. Вот если вы согласитесь, что 70% нефти будет идти к нам, а 30% вам, то мы вас поставим. Вот они находили тех, кто согласится за лучшие условия для американцев, например, кто готов отдать большую часть природных богатств своей страны, чтобы получить иллюзию власти. А потом, когда они начали брыкаться, тот же самый Саддам Хусейн был резидентом CIA, знаете. Но он, когда стал правителем своей страны, благодаря революции, он решил, он отказался, сказал, нет, эта страна наша, нефть наша и так далее. Да, допустим, то же самое, когда Саддам Хусейн был ответственен за то, что были уничтожены, допустим, курды, той же самой территории Ирака, извините. Да, было уничтожено. Но, а вы знаете, сколько курдов было уничтожено в Турции? В то же самое примерно время. И до сих пор там травят, уничтожают и так далее. Никаких действий по отношению к правительству Турции США не проводят. Хотя курды те же самые. Значит, Саддам Хусейн мерзавец, а Турция прекрасная страна, потому что они союзники. Значит, одни можно делать, другим нельзя делать. Те же самые курды уничтожать одним можно, другим нельзя. И так далее, и так далее. То есть политика двойных стандартов, которые вы уже видели в отношении даже то, что происходило в нашей стране, как относится что-то делать, любой поступок относится, когда Россию грабят, это прекрасно, все довольны. А когда Россия говорит, что хватит грабить нас, мы становимся плохими, да? Смотрите, что вытворяли те же самые белорусы, к сожалению, наши вроде братья по крови, да? А, сказать, газ продаем по своей цене, ниже цене своей, значит плохо. Должны нам дешевле добыть и так далее. Все хотят, чтобы все мы давали просто так, а сами ничего ответ.